Под гимн страны два флага, российский и ингушский, занимают свои места на флагштоках. Пришкольный детский лагерь «Лучик» в Насыркорте официально открывает свои двери для жителей округа. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас. Как много светлых улыбок мы видим на лицах сейчас. Светлых улыбок становится заметно больше, когда начинает играть музыка и перед детьми появляются мультяшные персонажи. Весело и задором открывают для детей этот летний сезон. У каждого из них свои планы на каникулы, но, безусловно, главная цель – отдохнуть. Я буду опыт, скакалки играть, мячик играть, догонялки, прятки. Можно ходить на кружки, на экскурсии. Я не знаю, в принципе, может, рисовать буду. А я своей дело хотела наделать. Я буду играть и веселиться. Многие дети в этом году приехали в лагерь впервые, но есть здесь и свои старожилы. Сверстники, веселые игры, различные спортивные площадки. Летний лагерь станет для этих ребят каждодневным праздником. Я находила тут много друзей. Обычно я ходила на кружок рисования и на кружок по бисероплетению. Тебе нравится сюда ходить или тебя мама отправляет насильно? Мне нравится сюда ходить, тут много игр. В лагере отдыхают дети, которые живут неподалеку. По возрасту ребят не ограничивают. Сюда возьмут любого ребенка. Этим летом юные жители округа проведут тут 3 недели. Каждый день распланирован, и для ребят проводятся различные мероприятия. Мальчики обычно проводят время на спортплощадках, девочки же предпочитают более спокойные игры и различные кружки. Отдых необходим и в плане оздоровления, и в плане организации досуга детей. Детки у нас, значит, после трудового учебного года будут здесь развлекаться, будут общаться, будут находить каких-то новых друзей, значит, ходить в кружки. Если у нас кружки какое-то определенное время только в течение недели были, здесь они могут наслаждаться своим трудом в этих кружках тоже, с большим интересом они смотрят. Дети скучать не будут, я надеюсь. Для этого мы задействовали все, что могли, и всех, кого могли. Значит, думаю, что будет весело. Различные кружки позволяют отдохнуть детям не только физически, но и морально. В лагере будут учить бисероплетению и гончарному делу. Преподаватель начальных классов, а также по совместительству мастер-гончар учит детей создавать глиняную посуду. Интерес виден налицо. Мы берем глину, которая у нас на дне. Виден, да? То есть рукой можно почувствовать. Когда мы трогаем, мы чувствуем, где у нас больше глины, где меньше. Верхушку мы сейчас выровняем. И вот эта глина, которая на дне, мы ее собираем и вытягиваем в стеночки. Марина, расскажите, дети проявляют интерес? Да, мне кажется, именно детям это интересно. То есть ручная лепка, на круге еще они как-то боятся, вот, страшно. А вот ручная лепка им очень интересно, они прям охотно этим занимаются. Так, расскажите, вы будете пробовать? Да! Кормят детей 4 раза в день. Продукты только самые свежие. Меню разрабатывается с учетом возраста и предпочтений маленьких посетителей. Овощи, фрукты, мясные и молочные продукты. Все, чтобы дети получили необходимую дневную дозу витаминов. Воспитанники уже успели позавтракать, и в столовой готовится обед. Сегодня у нас будет суп с домашней вермишелью. Будет рыба запеченная и гречневая каша. У вас есть небольшой опыт, сегодня был завтрак. Как дети все съели? Вы знаете, очень даже хорошо поели. У нас была картофельное пюре со сметаной. Дети довольны ушли. У нас дети с хорошим аппетитом. В лагере строгие правила. Пока дети здесь, никаких гаджетов, только веселье и здоровый отдых. Муслим Ганиев, Магомед Даскиев, Новости 24.